Жители Жанаузена, расположенного на юго-западе Казахстана, провели протест в связи с визитом Касым-Жомарта Токаева в Китай. Жанаузеновцы собрались у здания городского управления и выразили свое недовольство Китаем, выделившим средства для строительства 55 предприятий, захватив тем самым экономику страны. Как ожидается, двухдневный визит Токаева в Китай состоится 11 сентября. Протестующие потребовали от властей немедленно прекратить получение китайских кредитов. Китай осудил министра иностранных дел США Майка Помпео за публикации, посвященные Восточному Туркестану. Министр иностранных дел Китая Ген Шуан опроверг публикацию Помпео, которую он выложил в прошлую пятницу в Твиттере. Помпео заявил, что Китай нарушает собственное законодательство и призвал немедленно прекратить репрессии в Восточном Туркестане. Один из важнейших лидеров антиправительственных протестов Джошуа Вонг заявил, что Тайвань должен поддержать Гонконг уличными демонстрациями. Во время пресс-конференции Вонг подчеркнул, что Гонконг и Тайвань разделяют одну судьбу и должны поддерживать друг друга. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах, которые состоятся в следующем году, условия ядерного соглашения с Китаем будут намного строже. Трамп подчеркнул, что несмотря на то, что на данный момент переговоры с Китаем проходят в нормальном русле, Пекин попытается договориться с новым правительством. «Я думаю над планом будущих действий. Если я одержу победу на выборах, то договор будет сложным и строгим. Мы разобьем конвейер китайских поставок и работу предприятий и заставим Пекин согласиться на наши условия», — сказал Трамп. В гавани Копенгагена начались 13-е учения «Северные берега», в которых примет участие 18 стран-членов и союзников НАТО. Согласно письменному заявлению НАТО, в учениях примет участие 3000 солдат и будет задействовано 40 военных кораблей. Учения будут проходить до 19 сентября вблизи датских проливов, соединяющих Балтийское море с Северным морем. Пресс-атташе генерального секретаря НАТО Оана Лунгеску сделала следующее заявление. Балтийское море, в котором расположены границы 6 стран НАТО, играет важную роль для Альянса. К сожалению, после того, как Россия присоединила Крым к своей территории и стянула военных, обстановка с безопасностью в регионе ухудшилась.